с одной стороны, создает колоссальный контраст между этими двумя частями, с другой стороны, сближает как? Первое. Напомню, тональность всей сонаты до диез-минор. Сам Бетховен внимательно следил за тем, чтобы тональности частей были разными, чтобы контраст был тональный. А здесь, по сути, вся соната написана до тональности. Как так? Объясняю. Вторая часть, средняя, ре бемоль мажор, ну совсем далеко, а на самом деле совсем рядом. Ре бемоль англоматически равна до диезу. Вот и все. Он только сменил наклонение мажорного вместо минорного и обозначение, а вместо диеза бемоля. А звук тот же самый в основе. Итак, общий тональность, по сути, лад только разный. И второе. Он объединяет первую и третью часть таким приемом. Вспомните, как начинается первая часть, знаменитая арпеджио. До, соль, диез, до, диез, ми. Соль, диез, до, диез, ми. Кварц, секстаккорд, до, до, диез, минора. Правильно? Точно так же начинается финал. Таким же движением по звукам аккордов. И вся главная тема финала – это движение по звукам аккордов. Только там на месте та застыла музыка, чувства застыли. А здесь и движение взлетает наверх и падает, взлетает и падает. Это атаки, это нападение. Вот что получается. Поэтому воздействие колоссальное. Вот сейчас вам покажу. Вот перед нами. Господа, подавайте не собираюсь. Хотите, берите, хотите. Не берите. Нет, у нас положено на стол. Итак, вот тема. Посмотрите внимательно на текст этой сонаты, и вы поймете, почему редкие птицы, долетит до середины Днепра, и редкий пианист возьмется за всю сонату, не за первую часть. Она трудна. Итак, если там это было вождь первая часть, то здесь. Но это ж не все. Не только эти волны набегают, но кто еще разбивается. И в конце удар аккорда с форцанда. Играю. Вот такая яростная музыка. Так, прозвучала. Побочная партия, соль, диез, минор. Доминантная тональность, все как вы здесь положено. Мы ждем передышки, никакой передышки не есть. Опять яростная, напористая музыка. Только другая тема, другая тональность, характер тоже. Это еще более заунговный. Музыки он вставляет острые синкопы, кстати, блестящий способ. Прозвучала эта побочная тема. Завершается. Почему? Это я знаю без вас. Почему? Ну, последний раз проспали, потом будете спать дальше, заходите. А ну скажите, маме, если нравится. Или я вас буду помогать постоянно. Так вот, закончилась побочная партия. Заключительно, мы ждем хоть здесь передышки Бетховена, и здесь нет передышки. Еще более яростная напористая музыка. Что здесь? Привычное смысло мелодии вообще никаких. Есть тема, а тема это повторение звука. Один и тот же звук. Как будто кто-то долбит одну и ту же мысль. Великий музыкант, по-моему, Антон Рубинштейн, сравнил заключительную партию этой сонаты с градом, который бьет по стеклу, грозя его разбить. Вот это. И это еще не все. Мало одной темы этой партии, такой мощный, сбивающий с ног. Он потом будет еще одну. И вот здесь вот стало не то, что менее напряженно, но некоторая передышка, как будто вздох облегчения. Ну все, кажется, заканчивает борьбу. Вот эта тема. Силы. Необычайная драматическая разработка. Казалось, довести до предела уже нельзя, предел уже достигнут, Бетховен доводит до предела. И вот кусок из нее. Он берет тему, вначале главную, потом побочную. Идея-то еще более напряженная, страстная. Вот начало разработки.
Так вот, соната огромная, но это еще не все. Здесь необычайно силен накал чувств, самых разных. Отчаяние, ярость, гнев и радость. Его, чтобы их примирить, здесь Бетховен ставит колоссальный по размерам коду, занимающий практически 1,5 страницы. Даже не, вот. 2 страницы это кода, огромная. И вот здесь появляются любимые его приемы. Это аккорд арпеджиата, воплощающий размышления. Вспоминайте Бетховена с его органными фантазиями, токкатными прелюдиями. Вот это место. Фермата, остановка. Герой задумался, куда идти дальше, идти ли. Все туда же. Борьба продолжается. И еще не все. У Бетховена вот с этой сонаты кода становится второй разработкой. Опять столкновение, опять новая борьба, еще не напряженная. И кончается вот таким пассажем. Спуск летает наверх. Дальше. Падает вниз. Последний раз. Задумчивость. И все. Яростное утверждение. Бороться всегда. Ну, переслушаем. Итак, сегодня играет Клаудио Арау, так что у вас будет возможность сравнить Порошневича и Арау. Очень отлично. Извините, сейчас. Заранее вопрос.
Ярость, гнев, отчаяние, напряжение борьбы. Но легко не наводит их кризисы. И потом, когда слушаешь музыкантов, которые пошли по его пути, скажем, мы находим большие мере у Шопена, часть у Шумана, много у Листа, у Рахманина. Никто такого уровня колоссального эмоционального напряжения, страсти не достиг. А может, это невозможно. Так, вот тебе якобы немец, сдержанный, спокойно, рассудительный, кто в этом смысле совершенно не немец, фламандская кровь. А теперь, господа, идем дальше. После 14 сонаты были блестящие другие сонаты, 15-я пасторальная, очень популярная, 17-я гениальная соната ре минор, ее еще называют соната с речитативом, необычайно смелая, новаторская, яркая музыка, с гениальным, там все гениальные, все три части хороши. Вот, особенно там, конечно, великолепная ронда в конце, они слепили его, ну ладно, сейчас покажу. Музыка удивительной красоты. Там такой потрясающий лирик. Это начало второй части. Но тоже гениально. Я хочу показать сейчас ронда оттуда. Ронда 17 сонат. Соната ре минор. Соната с речитативом.
Итак, 17. 21 знаменитая соната, которую в России зовут по-французски «Лад Аврора», а остальной Европе зовут Вальштейновская, по имени графа Вальштейна, которому была посвящена. Одна из сложнейших, гениальнейших сонат Бетховена, одна из новаторских. Он здесь предвосхищает романтизм с его приемами, сонатами 21 Седор. Там потрясающее начало, такое, которое опять же никого не было, изобретение Бетховена. Как можно создать образ без всякой мелодии, с помощью ритма, фактуры и гармонии. Он долго и быстро повторяет аккорд, можно вдруг. И такой натиск, сейчас минуточку, вот начало этой гениальной сонаты. 21, напоминаю, Вальштейновская. Так. Господи. А почему все на часть? Что за шутки? Не надо, потом добьемся. Вот послушайте. Потом этот прием будет развивать лист и шапель сопровождения. Повтор аккорда быстро птица. Так. И потом следует великая, легендарная, неповторимая, потрясающая 23-я соната F-моль, прозванная «Апассионата». Господа, слова «апассионата», «патетическая» — это никакая не программа. Это красивые прилагательные. И сам забыл, что учить одно и то же. Только патетик. Это на греческий лад французского патетик от греческого. Патетикос. Страстный. А апассионата то же самое на лад испано-итальянский. Апассионата. Страстно. Вот чего как раз вот этого Бетховена много. В этом смысле он не совсем правильный, не совсем нормальный классицист. Страсть. Вы помните, классицизм говорит, сходство мысли над чувством. У него чувство в избытке. Вот почему Бетховен говорит еще вот что да, у него колоссальное чувство, но поскольку стиль требует держать это чувство в узде, то он подавляет своей могучей волей. И его музыка, ее звуки подобны горному потоку необычайной силы, ярости, которые, чтобы он был покорен человеку, направляют в бетонные берега необычайной высоты, что даже такой не выплеснется. То есть мы ощущаем эту силу, мы понимаем, что эта сила находится в крепких руках. Так вот, у Бетховена эта страсть не с колоссальной волей. Повторяю, по силе страсти происходит даже в других романах. Он более страстен, чем Мендельсон, очень часто более страстен, чем Шопен и Лист, хотя они романтики. Вот такой парадокс. Итак, соната «Апассионата». Тоже 3 части. Но вот здесь уже все правильно, чем было в Лунине. Первая часть главная, здесь борьба, столкновение, здесь контраст, здесь действие, здесь важные события. Дальше, вторая часть, это интермеццо. Интермеццо не только музыкальный, это передышка, но не такая веселая песничка, как была там. Это размышление, спокойное, величавое о том, что было, о том, что будет. Это философская, медитативная лирика, светлая, спокойная, мужественная, бетховенская. И финал, вот финал любопытный вот чем. Здесь уже нет борьбы. Борьба кончилась. Все ясно, все понятно. Борьба кончается победой, ликованием. И вот эту победу, ликование, торжество он в финале показывает. И еще, когда слушаешь Бетховена, понимаешь, что у него борется не один человек, а много людей. То есть это драма не одиночки, не индивидуума, как у Чайковского, например. У него борется народ, как говорили большевики, масса. За что? За святое дело, за свободу, за разобраться. То есть за те самые республиканские идеалы. Вот когда слышишь финал, понимаешь, что ликует не они, кто там сидит дома, похлопает себе по коленкам от радости. Нет. Народ, толпа ликует, радуется. Вот вышла на площадь Бастилии. А, кстати, господа, там находится где театр Бастилии парижский, там была крепость Бастилия. И площадь перед театром современным, остатки над крепости вымещены до сих пор. А другой кусок этой крепости, вот, осталось. Пляс Ля Конкорд в Париже вымещен. Так что, когда по Парижу будете ходить по плясу, то ходите по камням из Бастилии, которые по кирпичку нанесли революционеры. Так вот, вернемся. Там ликование. И ликование в виде пляса. Это очень естественно. Когда народ празднует, он часто пляшет. Все правильно. Так были парижане в 1789 году. И Бетховен создал атмосферу пляски, массовой. И Бетховен передает там ритмы, которые напоминают ритмы французских песен, писанных революционных. Карманьола, Сайра. Так, пойдет пару секунд. Вот это место. Так вот это новое, никто к этому не пришел.
Он пришел потому, что был не только бунтарем, революционером в музыке и в жизни, а еще и потому, что ему очень нравится французская музыка, музыка революции. Карабини, Гассек, Мигюль, который сейчас 90-е годы. И он очень много взял эту интонацию ритмов и передал это в симфониях, например, в пятой, третьей и своей сонаты. Теперь, но с одной стороны, все более привычный, чем лунный, а с другой стороны, здесь и первая часть поражает, сильно размерный. Размерный каждой партии и еще более высоким на октаву. И еще вот чем. Помните, тема главной партии в финале лунной – это тема образ эмоциональный, однородный, один характер. А вот здесь, чтобы придать конфликт, Бетховен, кстати, новую тему, главную тему сонаты номер 23 – контрастный внутренний. Так, ноты перед вами, господа. Доставайте. На них написан номер. А теперь смотрите. Итак, вот гениальное начало, которое 200 лет потрясает, ну почти 200 лет потрясает людей. Сейчас, минуточку. 21 пропустим. 20. Вот, нашел. Ну, сейчас открою и сообщу. Вот в этом издании. 169-я, 187-я страница. Почти 18 страниц, где-то 18, а одной только первой части. У Гайдли там уже сонаты совместились, у Бетховена только одна часть. Колоссальные масштабы. И вот гениальная первая тема. Темный контраст. Смотрите, вначале сурово, мрачно, с предчувствием, нижний регистр монодия. Вот такой нижний регистр. Сочетание двух октав, нарастание, вернее, двух октав. Потом пойдет Тарков, например. А вот второй элемент контрастный. И вдруг печаль, жалоба. Новая волна. Мы ждем третьей волны, а ее не будет. Теперь стоит слово за вот этим вторым жалобным просящим мотивом. А здесь появляется новый персонаж. Как будто двое участвовали в разговоре, входит третий. Братец Посадского будет по-моему. Вот появляется тема. 4 звука. Повтор 3. Ре, бемоль, до. Идея взята на прокат, как вы помните, я говорил об этом у Гайдна в сонате ми мажор. Но здесь гениально легко используется. Это предупреждение. Суровое, мрачное, но понятное. Второй герой не понял, пытается еще раз. Вообще опять придается. Он просит. Нет. Вот вспышка отчаяния. Это пассаж сейчас не правильно. Вот такая главная партия здесь. Но это тоже не все. Бетховен показал, а потом то же самое, только усиленно. Теперь уже не монодия, а вот. Вот такая мощь ярости. И мы ждем, где же будут эти жалобы? Нет, опять. Вот только здесь. Да, норки голос. Его перебивают. Здесь Бетховен нарушает собственное правило. Он вводит связующую партию. Он это делает редко. И тоже гениально сделано. В общем, практически ничего. Репетиция звука пульсатского, биение сердца и короткий отрывы стрелок Солгана. Заметьте, не только волнует особенно атака, но еще синкопы. Вот эти звуки появляются слабые ноты. Прозвучало. Побочная тема. Да, будет лирика. Не такая, как в начале, но, опять же, мужественная, величавая, суровая, никакой размягченности. Что делает Бетховен? Нарушает все законы. Он излагает тему нижнего регистра лирическую, октавами, гладкоголосными, это еще не все. Сопровождение. Он делает то, что нас с детства запрещает делать. Никто не играет здесь аккорд. Здесь играет бас, аккорд вот здесь. Бетховен вот. И хорошо понимаешь, что это тяжело, очень грубо делать, что передачение мужественно.
Это чувство сильного человека, грубоватого, да. Вот так звучит эта партия. И заключительное, вот это уже буквально выплеск чувств. Вот она. Еще раз. Вот такая музыка. Теперь, поскольку накал страсти здесь колоссален, ему, Бетховену, не хватает здесь обычного места разработки. Поэтому разработка состоит из 3 этапов. Каждый новый этап разработки – это новая тема, взятая из позиции. Это новый поворот характера. Ведь новый всегда более напряженный уровень чувств. Вот здесь такой предел Бетховена. Дальше писать более напряженную музыку, поверь, трубку было невозможно. Итак, первая часть. Сейчас минуточку. Я отключу это. Жалобные мечтания, беспокойство.
разбирать. Вторая часть. Я сказал, что это спокойная, светлая, как всегда Бетховена, мужественная лирика. Форма для Бетховена необычная, лирика использует отличает вариации, да, классических вариаций, строгих, называющих, вибрационных. И самое тема напоминает хорал. Как вы знаете, хорал это музыка церковная, храмовая музыка светлая, сдержанная, величавая музыка. Так вот. Бетховен не зря выбирает этот жанр, чтобы подчеркнуть возвышенность, благородство мыслей. И, в общем-то, характер, позвольте рассказать. Посмотрите. Вот такая музыка. И это после того накала, яростной борьбы, отчаяния. Но любое это другое, что постепенно варьирует, изменяет, делает эту музыку более светлой, легкой, не столь напряженной, не столь величавой, более действительной. Что сказал, надо доверяться. Даже постарались. И еще, эта часть не заканчивается. Она открыта, она не завершена. Она вот в эту часть врывается финал. Кого-то сидит мудрец, философ, отшельник, размышляет спокойно вдалеке от мира. Ни во что не вмешивается и врывается в его жизнь, в ее дом, жизнь, события. Вот последние 4 такта, эта часть, послушайте. Призвучие доминанты, и потом сейчас будет тоника, и все спокойненько завершится, философ пойдет спать. И вдруг чужой аккорд, как знаете, тонкий намек и тревога в душе. То же самое с форцанда. Яростно, как вскрик. Вот влетает в финал. Начало потрясающее. Опять тот прием, что вы помните в финале лунной сонаты. Жесткий аккорд с форцанда, как удары. Это первый элемент. А потом каскад нисходящих пассажей. Как будто, знаете, ливень хлещет. Шопен и Рахманинов, их скрипы назовут эти приемы, падают вниз. Прозвучала и то отсюда тема. И тема необычная, по сути, это опять общие формы. Здесь нет мелодии, это взлетающие волны, взлетающие, падающие. И лишь потом иногда, как всплески волны, которых наверху на гребне барашки, возникает отдельный мотив. А вы слышали в первой части. Так, это еще не все. Это главная тема, сонатная форма. Побочная тема. Так вот, та же ярость, то же напряжение. Сейчас минуточку. Нота закрывается. Ах ты красота. Это взлетающие и нисходящие пассажи внизу, а наверху повтор звука. Как требование, как удар кулаком в дверь. Вот такая музыка здесь. И это тоже не все. Прозвучала соната, разработка, реприза. Кода начинается, вот в коде там пляску обещанную Бетховен дает. Престор, вы видите обозначение, это почти 2 страницы. Вот здесь кодовая разработка, вот утверждение, радости, мы победили. Как в симфонии номер 5. Вот эта музыка, послушайте. Вот так до конца. Вбивание, втаптывание. Так, ну а теперь послушаем гениальный финал, на обычном разделении полный увидеть, как раз и финал и хватит, как на начале.
соната – это один из главных пианистов. Там Чижов, 9-й симфонии, Бетховен, не пелся. Это соната тоже. Один из пик, одна из вершин мастерства. Куда приходит, ну, только когда уже голова имеет в себе мысли,